Приветствую, друзья! Канал Якутия-24, программа «Просто вкусно». С вами, как обычно, Петр Цыпандин. И как видите, мы сегодня решили поменять нашу дислокацию. Мы находимся в кухне ресторана «Гриль Хаус». Наши друзья позвали нас, сказали, почему бы и здесь не снять, но со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И к нам в гости сегодня пришла Марина Слепцова. Марина у нас жена, многодетная мама и еще плюс предприниматель. Ну, я так думаю, она сама все об этом расскажет. Марина, спасибо, что вы пришли к нам на нашу передачу. И чем вы к нам сегодня пришли, что будете делать? Здравствуйте, уважаемые зрители программы «Просто вкусно». Сегодня у нас будет омуль Он у в нас кожуре, есть. да, сразу с овощами замороженными. И приготовим в это время мясо по-якутски. В микроволновке должны были, но ничего, будем готовить в духовке. И плюс салат овощной. И еще салат. Да. То есть 3 блюда ты собираешься Успеем, успеть? да. Да. Ну, я так понял, ну как, многодетная мама, конечно, у тебя огромный опыт, скорее всего, да? Ну, да. Как все будет готовиться? Может быть, объяснишь немножко технологический процесс? Да, берем рыбу. Рыба у нас, я смотрю, она вот такая Да, замороженная. да. Да, и что? Берем и сразу кладем на противень. На лист. Да, ага. на лист. И можно его чуть-чуть прикрыть, чтобы он, сок не слишком быстро выпаривался. И сразу в духовку. Вот так, да. Ну, Давайте закроем, поможем. Да, я вам чуть-чуть Ага. помогатор. Да, И в духовку да, сразу. и в духовку сразу. И пока она готовится, как Да. раз во время передачи, мне кажется, она должна дойти, да? Да, да. Это какой-то специальный рецепт или где посмотрели это? Я даже не помню, где я это смотрела, Ага. знаю. Да, ну что-то так готовят. Ну, да. Не потрошиться, не Нет, чиститься, ничего. просто в духовку и все. Да. А потом, я так думаю, кожура сама Да, отойдет сама и все. отойдем. Да, да, да. И Ага. без соли, без ничего, на собственном соку, там уже как бы она подсоленная на вкус будет. Сейчас Духовку на 180 градусов, Семен Ага. у нас уже заложил. И Давайте начнем мясо по-якутски. Мя- Рыба по-колымски. рыба по-колымски. А, Да, ну. вот Семен, кажется, знает тоже. Сейчас я. Марин, давайте здесь. Ага. Вот. Вот у нас Так, фарш. фарш. И Он был опять же- заморожен, из-за этого чуть-чуть мы его в горячей воде, Ой-ой-ой, в горячей воде она у нас полежала, чуть-чуть она у нас отошла, да? отошла, но не успела полностью, но ничего, можно так, думаю. И сейчас надо будет тогда вилку взять, чтобы оно раздробилось, на вилочке не вижу, давайте мы его возьмем тогда ложкой. Каким образом это все делается? Но она, по идее, она уже должна была быть разморожена. Так. Ага, и вы просто ее на любую посуду, без масла, без ничего, мы ее берем и должны были вот так вот его пластами идет. Сейчас идет фарш, во-первых, да, потом мы ее солим немножко. Ну, на это блюдо обычно уходит минут 15. Ну, это Да, на закладку. да, чтобы это быстро было. Ну, сейчас я быстренько ее чуть-чуть поможем ей. Ну, чтоб то, что есть, отошло. давайте возьмем, да и, мне кажется, пойдет. Сейчас, подождите, тут маловато будет, а то невкусно будет. Да, и слои там что-то еще. Да, плюс идет рис, Ага. потом идет у нас сыр и чуть-чуть майонеза можно сверху. И ставится на минут 12-15 в микроволновку. Ну, сейчас мы его Но в духовку. у да. нас в нашем случае духовка. Да, сейчас в духовку. Ну, там даже быстрее тогда дело, мне кажется, Мне пойдет. кажется, чуть-чуть медленнее будет. Ага. Да. А наоборот, да? Наоборот, скорее всего, да, ну, микроволновка же Ну, жар, давайте жар. минут на 20 тогда рассчитывать. Остатки возьмем отсюда уже. Марина, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Да, я вас предупреждал. Рубрика, которая называется у нас «Как я дошла до жизни» такой. Кимтеки нах аднах аднах, Ага. как говорится по-якутски. Ну, я родилась и выросла в городе Якутске, закончила вторую школу, отучилась на 2 высших образованиях, так, какое экономический образование и получили? юридический. Еще раз? Экономический у меня бухучет, анализ и аудит, а вторая высшее уголовное право, юридический факультет закончила. А, Ну, чем так связано, и- чем связано было вот выбор такой? Это? Ну, экономический и там. больше был, так сказать, в то время модно было. Либо бухгалтер, либо там экономист. Ну, женское, да, в основном вот так вот шли. Ну, я тоже на бухгалтера поступила. А потом всю жизнь я все равно как-то мечтала стать юристом или
в полицию работать. Ну, отец у меня военный, всю жизнь работал. Сейчас он подполковник на пенсии. И вот я думала, почему-то пыталась первый год поступить в высшую школу милиции. И там с физкультурой у меня чуть-чуть 100-метровку не так пробежала. Ну вот из-за этого. Чуть-чуть медленнее. Да, чем да, да, да. Так получилось. И, ну вот, и потом я решила все-таки все равно воплотить свою мечту. И когда родила второго ребенка, ушла в декрет. И чтобы не просто... Ну, давайте можно. Ну, у меня дети без перца едят. И решила еще раз поступить. Поступила на ускоренное. И вот за 3 года отучилась и получила Ну, на второй базе высшего диплом. это, то есть Да, 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 профессиональная да, да, переподготовка. да. Вот так вот отучилась. И с 3 детьми уже как бы... Ваш муж тоже. Да, уже, ну, уже... Да, ну мы Получается. немножко перескочили. А как с мужем познакомились? Как... С мужем мы познакомились в 2000 году на остановке центральном. Это, сейчас его нету. Раньше он возле юбилейного, ну, в магазине юбилейный стоял. Сейчас там, по-моему, банк. Да, пластинки продавали. Да, я да, помню. да, да. Вот на этой остановке мы познакомились. Так, чуть было не спросил, а так бывает? Вот так вот бывает. И вот уже 22 года, как Вы я вместе? жена, да. Ага. И И у вас 9 детей. да, получается, многодетная мама, стажем 21 год уже дочки старшей. И младший 6 месяцев. Сейчас я нахожусь по уходу Мгм. за детьми. Долгое время работала в Сбербанке. Вот в 2012-м, как ушла в декретный отпуск, так еще не вышла. И до сих пор, да? Да. Скорее всего, этот вопрос, который вам много раз задавали, он немножко банальный, Давайте. но я не могу его не задать. Вы все-таки согласитесь, что 9 детей, ну, это редкая редкость. Это же не так много же, да, и Ну да. многие, не так уж и часто так происходит, скажем так, да, и вы планировали, либо это, как, я не знаю просто, как это происходит вообще, да? Нет, не планировали. Так-то по плану у нас вообще должно было по стандарту в то время дочка и сын должны были быть. Двое. Да, двое. Да, ну обычно же двое, и потом Ну люди, да, ну, да. то ли останавливаются, то ли говорят Да. себе психологический какой-то Ну, я фактор больше, вот, связанный. получается, материнство выбрала, нежели Мгм. там карьеру. Мгм. Ну, Бог дал, вот так вот Бог скажу. дал, да, ну интересно. Да, главное, что здоровые, хорошие, умные дети растут. И Ну, каждый день, да, делают меня счастливее. А как мальчик, девочка, У нас 2 мальчика и 7 девочек. да? Да. А мальчики, ну как, вы вообще, я не знаю, просто я иногда даже своих детей, у меня всего 2 сына, да, я их даже иногда по именам путаю. А в вашем случае как, вы там фантазии, как детей хватает? Есть такое, кто за кем идет, ну чуть ли не так это? Да, бывает, что и путаемся, но имена мы придумывали специально, ну так, необычные пытались. Да, на крупные. Да. Необычные имена? Да, А как? старшую зовут Эльза. Эльза. Да, Встреча на Эльзе. Так? да, на потом Эльбе была. идет Рихард, сын. Ух ты. Потом идет у нас Ильяна, потом Нелли, Риана, Милана, Генрих, Наталена и Леона, младшие. Вот такие вот имена. Но мы каждый там, своя история у каждого имени, да? Ну, то есть это не просто так, да. Ну, то есть вы все равно, как получается, ну, обычно же всегда, да, Васи до Пети, Нет. Маши до Даши, да. Ну а вот тут- как мы а у вас начали, как-то так Эльзу специально- назвали Эльзой, потом Ага. как-то уже пошло, захотелось тоже. Ну, потом и мода пошла, да, что все стали вот так вот оригинальными. Да, в какое-то да. время мода была чисто Да, на да, да. якутские Да, имена. да, 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 да. Ну, у нас вот Эльза пошло, как бы, Ага. чуть-чуть еще можно добавить. И с этого как бы и началось, что... Ну, то есть каждого ребенка специальным образом, ну, то Да. есть нарекали, да? Да, да, да. Генрих, например, мужа зовут Геннадий, а Мгм. старшего сына Рихард. А, и Его, как да, бы, он, да, слили, и сочетание получается Генрих. Ну, имя такое тоже есть. Да-да-да, ну, конечно. Так-то мы его ждали вот много, да, 4 Ага. девочки родилось, потом вот 7-й сын. 7-й ребенок с сыном родился. И всё Седьмой равно- ребенок, да, сын. А 7-й. все 6 дочек, потом да, сын. ну получается первая дочка, второй сын, и вот 4 дочки, и потом И- идет, да, сын, А. и потом уже 2 дочки. Ну, то есть все-таки у вас было, как, всё-таки мальчик, девочка, мальчик, Да. ну, то есть потом, вроде как да, бы нужно да, было да, да, остановиться да, по да, плану, да. а вы дальше пошли.
Ну вот да. 9, у вас Ну вот, один вот, да. остался для полного набора. Нет, ну как, мать Героина, это же 10. Ну да, 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 Вы да. пока многодетная мама, да? Да, да. М, Майонез добавляете? Да, чуть-чуть можно сверху, чтобы корочка была вкусная. Сейчас. Майонезика. Да, да. Ну, тут чуть-чуть обычно добавляем, чтобы на вкус. Лучше бы вилочку. Вилочка есть, да, у нас? Ну, давайте ложку начнем. И вот так вот. Чуть-чуть распределить, да, сверху. И тоже. Вот это Опа. пока убрать, да, браток просит. Чуть-чуть размазать майонезик. Ага. И это в духовку, да? Да. Ну, минут на 20 тогда получается, да? Для телезрителей скажем, что рис уже был готовый. Да. Да. На всякий случай. Да, да, а да, то, правильно. может, люди перепутают, потом закладут на сырое, а потом будут говорить, ой, Да. там говорили так. Да, 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 да. У меня есть друзья, у которых, ну, они тоже многодетные, но не так много, да, трое. И жена, допустим, часто жалуется так, что, она говорит, я утром встаю, говорит, детям завтрак готовлю, посуду пока убираю, уже практически обед надо обед готовить, обед готовлю, а дети кушают Ну, есть трое, да, да. а потом посуду убираю, и уже вроде ужин надо готовить. Ужин готовлю, дети ужинают, а потом посуду убираю, и говорит, я настолько устаю, говорит, уже спать ложусь. И каждый день сурка каждый день. Ну, да. А в вашем случае как это? День как обычно проходит? Ну, у нас Тем более 9 надо Да. же накормить, 9 ртов. День 10. День начинается в 5 утра, да? нет. Почему? В 7 утра начинается. Ага. Так, у нас, ну, до этого обычно вечером у нас планерка бывает. Да, Так. да, с детьми Ничего сидим себе. прямо, да, на, Как это, как да, на предприятии? да. На следующий Сидим, у нас прямо ужин, и вот у нас следующий, ну, день как будет, кто куда едет, у кого какие А, секции, да. Ну, у меня-то старшие сейчас помогают в основном, Ага. и, ну, тоже их время я учитываю, как куда, чтобы Да-да-да. они помогали с младшими, да. А, тогда ты Да. ее отвезешь. Да, да, вот да, какие-то да. вот такие Да, да, да. У нас распределения всегда так обязанностей. бывает. Да, сейчас. Это же целый менеджмент, ну то есть Да, распределение именно, вот именно. делегирование Да, да, полномочий. да, правильно. Да. Мгм, вот у нас так вот Каждый планерка вечер ушла. планерка. Да, и вот с утра у нас вечером дети все сами готовят. У кого что одежда, уже все подготовлено. Ну, то С есть утра, у да, кого-то встаю. спортивные секции, Да, кеды да, подготовить, да, спортивные да. формы и Бывает, всё что прочее. из дома выходим, там у кого-то 3 сумки сразу. Там на танцы пошел, дальше там рисование, ну вот так на кружки, Ага. вот так вот. И А школа с утра, обязательно, да? да, с утра мы едем сначала в садик, у нас 2 Ну, садовских. мелких. Да, Ага. мелких отводим. В это время у меня 6-месячная же малышка. Остается пока, ну, вторая смена у меня старшая дочка пока. Ну, пока средняя, но осталась она сейчас у нас старшая. И вот она остается с ней пока, и в это время я, ну, развожу детей. Быстренько получается. развела, Да, привезла. да, Да, надо покормить. Да, потом вот Мелкую. мелкую, да, успеваю, да, приехать, малышку пожалуйста. надо, да, накормить, вот. И начинается уже готовка, там уже думаю, что на обед будет. Ну, у нас обычно вот так вот все в духовке быстро, чтобы Ну, чтобы практично, да, чтобы, В вашем случае, да, Да. действительно, реально надо много. да, много нужно, Реально много во-первых. и быстро. И быстро, вот. Да, ну, И то есть что заложила, главное, заложили вкусно и- и полезно. Ну Вот да. да, вот так вот, что все я, ну, как бы уже перед тем, как готовить, уже знаю, что у меня в холодильнике лежит. Уже планирую, что в обед, ужин, уже все как бы... И у вас тоже, наверное, вот так всему Да, был, расписано. да, кстати, у нас холодильник и так и стоит, дети у меня всегда что- пишут, да, что что да, есть, да, что как, прибавить, вот так, убавить, там в больницу, бывает, что, ну, да, заболеют дети. Ну да. Да, не тоже без я этого, там конечно. ну, ставлю старшим пометку, что надо в больницу сходить, там мы уже рассчитываем тоже время на это. Плюс у нас идет, ну, у кого что, да, что кушать даем. Младшие-то с основного стола-то особо так не едят, и им тоже там фрукты отдельно, там вот Ну, это, да, вот да-да-да-да. так вот тоже рассчитываем, и лекарства плюс тоже там туда же клеим. И много времени, Да. наверное, занимает оптовка, базы, какие-то, Нет. ну, закуп продуктов. Нет, Не, ну за- как? ну, Или вы заказываете, как? у нас есть собственный магазин продуктов, А, да. ну, круто. Да, Ну, и а, не надо. Да, вот, да. Прямо с Называется, магазина? да, «Дары Севера». У нас Немножко рекламы можно. там, да, можно, да. Находится он в порту, по улице Кузьмина, 39. Телефон, дробь какой-то 1Б. электронный адрес. Да. Факс. Да, Нет, факс. ну маленький, скажем так. Ага. Продуктовый магазин. Там мы продаем в основном северное наше. У меня муж Усьянский.
и рыба вся в основном оттуда идет у нас. Ну, это наш чир, ряпушка, пеледь, омуль, моксун, да, вот. Да, ну, вся идет. северная рыба. Вот рыба А муж оттуда чем, идет. муж чем занимается? Муж у меня глава сельхозобщины, да, промышленное рыболовство у него. Мгм. Вот так. Все свежее. Все свежее. Всё с ножа, да? Ну, то Плюс есть идет вот заморозка у нас. Ага. В основном дети вот брокколи едят у меня, вот цветную капусту, Какие хорошие фасоль. дети. Да. Это же редкая Да, редкость, да, потому да, что да. ну, Кстати, да, это современные дети, самый, надо да, приручать. мой плюс в этом, что дети мои все едят. Вот младшие тоже, кстати. Ну, если с детства приручить, Да, да, ну, да. то есть, если родители кушают, ну, куда деваться Да. детям, да? Вот Они то, думают, что на это, столе, оказывается, да, еда, они да. вот, видимо, уже с кровью, да, с потом матерью, да, с молоком матерью все уже идет, и они хорошо так быстро привыкли, хотя старшие раньше не ели, ну, не было же, да, особо. Да, у нас, не было. да. Ну, и моды не было, и тенденций не да, было. да, Ну, да. то есть, кушали макароны, да, картошку, Мгм. если есть. Да, вот именно. Сейчас вот в основном у нас зелень всегда на И то на столе. северах картошки нету почти. Мгм. Ну, она же не растет Кстати, там. да. Ну, да, да, да. Ага. Вот так вот. Ну, планируем, а вечером у нас обычно рано ложатся младшие. Ну, у нас по времени там определенно в 9 там малышня вся ложится, в 10 можно чуть постарше, в 11 старшие. Ну и все, я уже где-то тоже с малышкой как накормлю, уже все тоже. Ложимся спать все. Байки, И, да. Ну, вот так вот каждый день. Вот. Ну, день сурка, конечно, но все равно там бывают всякие там нюансы. Кто заболеет, кто может туда. Да, Да, что-то но у там. нас главное, чтобы не проспать, главное. А то А весь бывало? день на смарку. А бывало? Вспоминается фильм «Один дома», где Да, они вот. все проспали и все бегают. А мы, кстати, у нас же тоже чуть такое не случилось. Мы же в прошлом году улетаем. Ага, будильник поставила, а я не услышала. Ага. Вот старшие вот дети, если бы меня не разбудили, я встаю, смотрю уже. И проспали. Да, Рейс, это 1,5 часа только осталось до регистрации. Ой-ой-ой. Ага, нас же много, пока всех оденешь, Ну, пока конечно, квартиру да, да. там, дом. Где всё мои пос- носки? Где Да, моя нет, ну у нас, колготка? слава богу, все готово было. Ага. И мы Кто-то это успел, в порту кто-то живем, близко было, хоть так А, успели. ага. Почти последняя регистрация уже почти все закрылось. И такая толпа бежит, как в этом фильме. А что сейчас вспоминаю, но это в то время так не смешно было. Сейчас смешно, а в то время я думала, ой, все, уже все не Всё успели. пропало, всё Да, пропало, все да. проспали, да. Шеф, все Ну, пропало. бывает и такое. Ну вот главное у нас, чтобы не проспать, и главное, чтобы не болели. Ну, я так понял, да, у вас, видите, уже выстроен какой-то такой менеджмент, Да. вечером планерка, и, скорее всего, очень большая взаимовыручка, тем более, что вот Да, старшие да, за да, средними, да, да. средние за младшими, как-то вот так друг за другом, ну, какая-то такая живой организм, как вы существуете. да. Точно. А муж помогает готовить? Очень. Когда, да. Красавчик. Он всегда. Передавайте привет. Молодец. Всегда готовит. Ага. Нет такого, что жена обязана или А. там, чтобы дома чисто убрано. Нет, это у нас общий, Вот общее, так да, все, все, опять- все опять же общее, так, да. Так как я дома тоже не сижу. Мужу вообще Да. большой респект. Да, Ну да, да, Не, да. ну действительно, с другой стороны, 9 детей, ну, Да, вот без- вчера у без нас помощи вообще никак. годовщина, 22 года было. Да. Да. Поздравляю. Спасибо большое. Да, 22. Курс Багаличики. Да, вот Так так называется. вот. 22. И вот за 22 года, конечно, мы уже настолько уже, да, знаем, вот так вот друг на друга смотрим, уже знаем, что требуется. Полувзгляда, Да, да. И вот он всегда помогает, он отправляет меня там даже путешествовать. Я с девочками ездила, да, в Дубай слетала на 10 дней, а он остался. Двойной респект вообще мужу. Вообще А мощный он один мужик. остался, да, с С детьми. детьми, да. Малышке в то время 10 месяцев было, это когда вот до пандемии еще. Ну вот, в 21 году я летала, да, последний раз. Ну, то есть предыдущий. Да, 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 вот. Предыдущий. Я не знаю просто, как назвать, но Да, да, да. до, которая родилась Да, до ну вот, до да, маленькой. до маленькой еще. До мелкой, да. Да, Леона так получается. Вот с Натальей он остался, но там старшие, конечно, помогали. Старший у нас вот 21 год ей исполнился. Уже? Как 18 Студентка лет, да, уже, да, третий курс. Как студент, 18 лет исполнилось, она сразу отдельно стала жить у нас. Да, отдельно живет, ну, приезжает, помогает. Это было. Да, вот. Я пошла. Да. Ну, нет, ну она не так прям. Ну, она, конечно, уже взрослая, мы ее сразу. Ну, у нас такое, 18 лет исполнится, все. Мне кажется, ваши дети очень самостоятельные. Очень. Да, потому что, ну, как за всеми следить, вы, скорее всего, даже не проверяете уроки там. Ну, нет, ну прям тотального контроля нету. Да, типа сделал Да, домашнее ну вот, задание, у такого да, нет, да, скорее да. всего. Но за успеваемостью следите, кто как учится. там. Да, я знаю, кому Ну, надо реально особое 9 внимание. раз надо сходить на Собрание. родительские собрания. Ну, я хожу. Ну,
а что делать? Да. Это же И надо ходить. WhatsApp-группу всегда все отвечаю, Сидеть, всегда. Ну, это как сказать, особый вид работы тоже. Нет, Всем но ответить. есть же всё это. специальный предмет, называется тайм-менеджмент. Да, В экономическом было у вас уже? да. Да, ну то есть как распределять свое время, чтобы правильно, самый главный ресурс это у Да, нас время. время, То правильно. есть правильно распределить, чтобы делегировать свои полномочия Ну и да. следить за Да, всеми да, этим. да, Ну да, то есть есть. это просто же голова Да. кругом идет. Ну и на себя, чтобы время тоже оставалось. Ну да, да. Высыпаетесь вообще? Да. Ну, лет 10 я уже как бы на автомате даже, мне кажется, уже все это происходит. Потому что вот с 12-го года я еще так как сидела, так и сижу, получается. Мгм. Уже в этом году, получается, сколько? 11-й год, да, Мгм. пошел. Ну, высыпаюсь. Когда погодки были, конечно, трудно было. У меня вот девочки средние, они погодки втроем. Мгм. Вот самое страшное время вот в то время было. Маленькие, старшие-то еще маленькие были, только начальный класс только начали Мгм. ходить. Особо-то от них, ну, помощи не было, да. Мгм. И вот малышки мои, там 12, 13, 14 годов, они вот это было, да. Там я все материнские, там и инстинкты, не инстинкты, все испробовали, все прошли, а потом уже легче как же, стало. был же мультик там обезьянка, Да, вот я даже дофига сравнивала. детей, кто-то там орет, кто-то там Сравнивала. писает, кто-то там кого-то Всегда, кормить да, надо, кому-то всегда соску, сравнивала. кому-то что-то там, вот это такая многорукая, короче, там. Получается, система уже такая, что вы не объясняете, ты посуду моешь. Нет, ты у нас нет пылесосишь. такого. Уже У все них, друг друга я знают. говорю, у нас в Какой-то свой холодильнике график. всё, у них даже есть график, они там могут обмениваться, могут они даже проспорить, проиграть, но всегда дома чисто. Это когда даже сейчас чище дома, чем когда их вот 5 было, да, 6 было. Ну, уже взрослые, старше Плюс, стали, если да. уже взрослые как бы, Да, старшие очень уже помогает, да. Трынь-трынь-трынь, да. И да, и я к ним в комнату уже даже не захожу, они все А сами вы же убирают. можете вести курсы по тайм-менеджменту и как распределять эти семейные обязанности. Нет, ну до этого, Ну, конечно. чуть ли не так, я имею Нет, в виду. ну, Ну, то есть дети-то опытом мои. делиться легко. Да. Если у вас все дети успешные, здоровые, ну как Да, это у меня же- старшая дочка закончила красным дипломом же, с красной медалью школу. Да ладно? Да, да. Золотой Прям с медалью. 1 класса она, Ага. да, шла на отлично. Тоже вторая школа, наверное? Даже тоже вторая школа. Да? Ну, все во второй школе учатся наши Ага. дети. И в Это Терему. удобно, Да, Потому что не надо так. Правильно, Там да. там учатся, здесь потому другой что учится. во второй смене сейчас у меня вот старшая дочка ходит, да, ну, получается, сейчас семья старшая, и трое средних. Ну, вот они вместе вечером И приезжают. все знают, что вот Слепцовы там Да. в каждом Да, классе, да. чуть ли не в каждом классе. Ну, у нас, и говорю же, второй, третий, четвертый начальник везде. В среднем потоке Весело. 7-й, 8-й тоже. Ага, Ну вот пока сейчас старше становится. как-то вот так, да. Да. Сейчас задам немножко провокативный и очень серьезный вопрос. Мгм, Не секрет, что, ну вот, есть ребенок, мгм. рождается мелкий, Мгм. и для старшего чуть-чуть меньше внимания. Ну, то есть маленький, его больше там от татарской, Мгм. его больше там на руки, а этот говорит, «Эти барабашки, эти». О, нет. Чуть ли не так, да. Но как в вашем случае? Ну, то есть ревность или там немножко там недостает кому-то любви, как справляетесь с этим? Нет, любви у них, мне кажется, всем не стоит. Я всем уделяю А, внимание. да, Да, всем уделяю внимание. опять же тайм-менеджмент. Да, ну, Хотя бы, хотя бы кого-то по головке Нет, погладить, бывает да. так, что мне кажется, Погладила я так, в следующий раз младшим, через ну неделю. я знаю, что у них такое бывает, да, ревность уже, ну это с опытом. Может да, быть, прошло, да, это легко же, Из-за потому этого что, ну, я начала больше внимания уделять Наоборот. старшим, Наоборот. да, чем нежели младшим. Она же маленькая, спит, Да, кормится, да, спит, и она всё. вообще даже не чувствует, Да, что она ей вот до любовь года не- она ничего не будет даже вот это Да, не скорее вспомнит. всего, так, да. А Ну, вот старшие, лицо да, матери узнает, да и ладно. да. Ага. А старшие, они, конечно, больше им внимания хочется. Я вот Наоборот. старших даже, вот сейчас 14-15 лет, да, старшим, ну, в Подростковый. среднем, да, особенно я их всех обнимаю, целую, прям горжусь, красавчик, красавица, всегда так давай, говорю, давай, да. вперед, вперед. Но я мотивирует очень, Да? да, мне кажется, это большой плюс для меня. Да. И вот начальных девочки мои тоже всегда знают, что мама всегда будет с ними. Мгм. Ну, они знают, что я в школе всегда буду на всех родительских собраниях. Они даже не спрашивают, мама, ты придешь? А так бывает же, что не ходят. Ну, некогда, на работе. Ну да, родители. да, но Ну вот, физически можно да, не да, да, успевать, да, да, да. Ну, я вот всегда, по возможности, пытаюсь всегда быть. Кроме, когда я в роддоме не хожу. Да, ну никак. Из роддома такой. Вот так вот. Ну И сейчас благо когда- есть видеосвязь. там Да, да, поставил да. телефон, Ну вот перед собой. в роддоме у меня сколько там сейчас вот прошло, когда как раз пандемия же была, у меня дочка
2020 уже закончила, как раз пик пандемии же был. У нас прям все через WhatsApp было. Я лежала в роддоме, Ой, да, ага. и прям выпускной, вот этот последний банкетный, там у нас вечер был, я вот там, ну я присутствовала. Ну Ну да, все да. присутствовали родители, я А у про меня себя даже обрадовалась. У меня Как старший сын хорошо. ровно так заканчивал. Да, да. Оделся Да, 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 красиво, да, да, сел да. перед партой, поставил телефон, Ну, я и, очень и рада вот- и была. вот так банкет был. Я еще подумала, ой, если я еще до пандемии я-то знала, что я в этот период уже в роддоме буду. Я думала, ой, как же я не успею, не буду меня, да, мамы не На будет, выпускном, да, да. на выпускном. А тут вот так вот, Сложилось. слава богу, да, тоже. И дочка тоже говорит, ну, мама, хорошо, что так было. Да. Давайте что, салат у нас сделаем. должен был быть салат. Так, режем. и третье Давайте. еще блюдо. Да, у нас будет сейчас просто овощной салат. Я очень люблю шпинат, зелень. Обычно мы вот так вот берем. Надо заранее, чуть-чуть подмыли. Лук сколько? Лук чуть-чуть. Сейчас. Соломкой? Да, желательно, да. Ну, немножко для вкуса только. Ага. Красный лук любим. Давайте так. Ну, хватит, наверное. Столько? Да, все, хватит. Это просто сверху Это наложить. я съем потом сам. Мгм. Там, нет, это надо будет к рыбе положить, надо посмотреть, можно, да? К рыбе положить? Рано, наверное, сейчас по времени. Перец? Перец также соломкой. Мгм. Кладем, вот видите, да, шпинат, красный лук. Сейчас покажу. Так, маслины черные обычно. Давайте Давайте я можно помогу открыть, открыть. да. И фасоль красную. Тоже открыть, да? Да. Не надо слить воду там. Ой, у вас, я представляю, вот как человек из общепита, я вам могу представить, сколько же у вас продуктов уходит Да. в неделю? Да. Много. Кто планирует? Мама, я. Ага. Ну, то есть, опять же, составляется некий план, да? Ну да, я уже знаю, что на неделю Сколько готовить, закупать да, мяса, да, рыбы, да, да. ну, рыба, ладно, пусть своя, да, но все равно, реально, сколько хлеба покупать там, Да, ну масла. хлеб, кстати, я сама готовлю. Я, да, весной прошла мастер-класс у Кати Лугиновой, кстати. Бездрожжевой, бездрожжевой да. этот хлеб, да? Да. Полезный. На закваске. Ага, на И закваске. вот сейчас только то. соломкой, Да, давайте. Вот то же самое, чуть-чуть можно больше. И дома готовим хлеб, пирожки, все на этой закваске. Очень вкусно, очень полезно. Ну да. Кстати, вот реклама, да, чуть тоже вот на хлеб на закваске, он очень полезен как для кишечника. У детей вообще никаких запоров. Вот Ой. так вот. Ну, Не к столу будет бывает, сказано, да? но да, это Да. тоже немаловажно. И плюс еще из-за Хватит того, или что... еще? Да, все хватит. Из-за того, что вот именно формируется кишечник, да, и хорошо вот это все вырабатывается, анемии не стало у детей. Да. Иммунитет. Да, Кишечник — это в иммунитет, первую да, очередь вот. иммунитет. Никакой Ну, я это анемии, да, и вот иммунитет у нас хороший. Ну вот особо один раз так Воду сливаем? переболели. Да, сливаем. И отсюда тоже надо. Отсюда тоже. Ну, это Семену передадим, Семен своей занимается. А у меня следующий вопрос. Ну, вы сказали, что стараетесь внимание обращать на правильное питание и все прочее. И скользь упомянула, что ты ходишь на мастер-классы и все прочее, самообразование, да? Насколько сильно ты этому придаешь значение? И где это специально училась? Ну, то есть это же одно дело в интернете покопаться, сказать, что, оказывается, бездрожжевой хлеб полезнее, да? А другое дело — это систематически, целенаправленно делать. Ну, это больше интуитивно, так скажу, да. И литературу читаю тогда. Вот смотрю, что полезно. Соцсети, наверное, Да, да? соцсети разные, да. Вот там тоже есть много информации. В основном там смотрю про мастер-классы, где проходит, что проходит. А, кстати, мы еще с семьей же очень любим посуду свою делать. Мы вот в стек ходим, гончарную, и вот, например, вот эта старшая дочка сама сделала, ну вот, которой 13-14 лет. Да ладно, Да, это же это готовое. Это же заводское. Нет, это ручная работа полностью от А до Семен, Я. гляди. Все посуда. Вот то, И сейчас... ручная роспись, Да. Очень ценю, и детям очень Я нравится. думал, Так заводское. это же заводское, Нет, вот нет, же нет. написано. Надо было тут написать Слепцова, да, вот так. вот, я тоже- Клеймо семейное Да, так да. придумать. Вот и сейчас уже так и думаю. герб семейный, да. Да, придумать. вот перед Новым годом, кстати, тоже ходила. Там я делала тарелку, набор такой с кружкой. Ну, сейчас тоже очень модно в соцсетях. Такая белая, такая... Ну, сейчас многие, да, вот этим занимаются. Да. Ну, дети тоже на мастер-класс ходили, мы все посуду свои сделали, кушаем именно вот то, что... Из из своего. И Чашки детям очень это. нравится, и они больше вот ценят. Ручная же работа. Ну да. Да, берегут. Это моя чашка, это Да, моя тарелка. ну у нас, да, чтобы сразу видели, они же сами сделали, сразу видят, что это
У Генриха, например, амангас тарелка, да? Ну, сейчас модно же, да? У Рианчика авокадо тарелка. Ага, у Нелли там апельсин тарелка была. У Милана, по-моему, делала в форме землянички. Ну вот, и каждый там набирает, обед, завтраки. Ну, так. Для себя, типа, да? Но надо еще, я хочу сходить для суповой набор еще. Еще да, не забарганить хватает. себе. Да. Вот так вот. Очень нравится. Не то, что, ну вот мастер-классы. Я очень люблю общаться, знакомиться с людьми. Да, на мастер-классах, кстати, ну по интересам же люди приходят, все равно. Ну да. Да, вот и я хожу. Заинтересованные люди, да, ну, то есть, которые реально этим болеют. Да, у нас и WhatsApp-группа есть, там мы Ага. общаемся. Ну, кто когда еще может подойти, да, прийти. Вот так. Очень интересно. Хорошо, что у нас в Якутске сейчас все это есть. Ну да, уже развиваемся. Да, Да. очень Мы, нравится. Якуты, между прочим, очень сильно прогрессивные. Да. Потому что если взять Москва другие регионы, и Якутстан я одинаково. без скромности скажу, что мы чуть-чуть многим регионам фору дадим. Кстати, Это да. не Большой просто так я плюс. говорю. И в том числе и вот яркий представитель современного поколения, ну то есть вот считается же, да, но не без такой образовавшейся в обществе мнению, да, что многодетные матери, ну, все время, как это там, все время только семьей, всю жизнь чуть ли не с протянутой рукой, везде пособие и все прочее. Но я вижу перед собой красивую, молодую женщину, активную, энергичную, да, и в ногу со временем, которое идет, тем более еще и предприниматель. Спасибо. Это Добавим же, сюда да. чуть-чуть оливок. Ну, лучше всего черные подходят. Так. И фасоль красную сюда же. Чуть-чуть Фасоль. солим. И все, надо оливковое масло сверху. Фасоль. Мгм. Я убираю, так, чтобы не мешало нам камере. И масло оливковое чуть-чуть добавим. Сверху. Ну все, практически уже Намешали, и салат готов, да? да? Все. Очень вкусно, быстро, главное, и самое полезное оно. Ну, дети всегда мои вот такое любят, едят. Ну, даже на праздничный стол можно вот так вот тоже. Ну, да. Ну, оригинальное все. Вот Вообще так. считается, что должно быть такое цветное. Да. Да, много цвета, это всегда Да, ну, красного, как бы полезно, зелени, да. красное, Это и аппетит зелёное. придает, во-первых, Ну, да, и да. красиво. И выглядит Да, красиво, и да. вкусно. Да. И полезно, самое главное. Самое главное. Вот и все, салат у нас готов. Давайте там мясо как посмотрим. сказать, никаких запоров. то есть шутка. Вот именно. Ну, к этому же все равно Да. кушаем-то, чтобы полезно было. Да. Да. То есть реально рыба получается в собственном соку. Да, без соли, Да, без и очень правильное приготовление. Ни масла, ничего, ни жарки. Да, надо. Сама по себе. Тем более наша якутская северная рыба, она Да, достаточно сама жирная, жиров вкусная, да. И полезная. и правильных, как сейчас модно говорить, альфа, омега жиров, да? Так, закладываем в духовку. Вот так вот, минут 15. И минут 15 еще ждем, Да. но передача наша потихоньку подходит к концу, но зато у нас готова запеканка, готов салат. Давайте. Пока ждем, Марина, расскажите, пожалуйста, наверняка у вас есть семейные какие-то свои традиции, какие-то свои обряды. Я помню, вы мне об этом рассказывали. Да, есть у нас семейные традиции, ну как во всех семьях. Да. Новый год, Какие у вас традиции? Новый год, семейные праздники мы все отмечаем с семьей. Самая главная традиция у нас дедушка Василий Илья Васильевич, мой отец, на Новый год всегда для внуков превращается в Дедушку Мороза. Да, дети все ждут и Каждый верят. год. Каждый год. Ну, Да. маленькие, наверное, верят еще. Верят, все верят. Ага. Ну, старшие, конечно, уже знают, что это Ага. дедушка, но все равно подыгрывают, чтобы малышки-то не, Типа, да, да, ага. не знали. Ну, и опять же, это же подготовка да, какая-то, да, да? да. Ну, то есть вы специальным образом Мы готовите специально, да. старших подготавливали, Да. чтобы, как бы, там, не дай Ну, бог, и не проболтались, да? письмо. Типа, а это же дед, типа, Нет. да? Ну, дети уже даже в курсе, что нельзя так говорить, видимо. Ага. Да, никогда такого не было, чтобы так вот. Это же дедушка, такого не было ни разу. Мы заранее письма пишем Деду Морозу. Ну, дети уже заранее приготавливаются, открытку делают сами. Иду я на почту, отправляю письмо. И вот, смотря какие подарки, все это, конечно, выкупается, готовится. Потом дедушка приходит и все это раздает под
ну, как концерт мини идет у нас, обязательно песни, танцы, Да, стихи. Да, вот так, да, Да, обмен, да, да, обмен идет. обмен, да. Ага. А потом уже, ну, как бы поздравление само, и дедушка вручает всем внукам. Ну, и потом общее фотографирование всегда у нас. Вот так вот, весело очень. Ну, это одна из традиций. Еще у нас есть традиции все, ну, праздники, дни рождения, там, Хэллоуин, все вместе отмечаем, да, тоже готовимся. Подарки дети делают сами, открытки сами рисуют. Ну, это в основном ручная работа. А подарки, ну, старшие... Ну, опять же, вот вы Да, это все руками умеете да. делать, да. И дети, вот открытки с каждым годом у нас, ну, это сохраняю я, потом, ну, показываю, какие открытки вы делали в детстве. А сейчас они с каждым годом, конечно, все лучше и лучше. Да, и подарки они вот старшие покупают младшим, ну, чтобы они тоже передаривали, да. Один человек и сразу получает, ну, сейчас, например, у старшей вот недавно день рождения был, и, считаете, 8 подарков она получила только от своих братьев и сестер, вот так вот. Ну, и плюс мама и папа дарят, да. Ну, То есть все 8, подарки, 9, да. 10 подарков, Да. очуметь. Да. Да, ну вас много, и поэтому вы друг друга не доедаете, Да. какая-то такая вот Да. круговорот, Круговорот, да, получается? круговерть такая идет, да. Ну, дети же знают сейчас, что модно, да, что популярно, и желают вот именно открытки делать на такую же тематику, например, да, и подарки тоже дарятся, соответственно, модные сейчас, вот это корейская там, косметика там, ну, смотря от статуса и возраста именинника, так получается. Мне стало очень интересно, потому что мы вот до передачи встречались, общались, Да. да, не упоминали, а сейчас я услышал, вот мне хотелось бы вернуться, так как я сам немножко бизнесмен тоже, да, вот к планеркам. Как они у вас проходят? Ну, Это за ужином, либо специальное время определяется? Ну, Либо когда там звучит гонг такой, и вы все собираетесь где-то бывает в зале. так, бывает Там, так, да. или там 8 часов у всех этот таймер стоит, и все такие Ну, дружно уже- собрались резко. Обычно это всегда так, перед ужином, во время ужина. Ну, если там не успеваем, бывает то, что сидим все перед телевизором. Ну, у нас определенно так, времени нету, но когда все дома, все на месте, уже бывает, что... Все отложили Да, телефоны. идем, да, садимся, ну и спрашиваем, у кого что на неделе. У старших же уже там время свое уже. Я-то их не контролирую полностью, не знаю, во сколько у них. Они у меня ходят на волейбол, на баскетбол, ну, старшие, да. Ага, и вот я учитываю их время, кто-то куда-то ходит, например, на день рождения тоже надо учитывать, что ребенку уже не будет старшего, в это время надо будет самой съездить куда-то за кем-то, да. Ну, вот так вот у нас всегда очень дружно, весело. В семье верите в гороскопы? Ну, Это же как бы тоже немножко модная тема. Тем более сейчас еще есть тема там фэншуя, всевозможные это. Потому что я подвожу вопрос к чему. Дети же наверняка-то разное время родились, да? Да. Разные темпераменты, разные склонности характера. Все. Все, да. Ну, то Каждый есть ребенок кто-то там вот такой, индивидуальный, кто-то да. энергичный, У кто-то всех там чуть-чуть характеры меланхоличный, разные. кто-то может любить побыть один, да. Как это все, вот этот живой механизм, организм как работает? Как Ну, уживается? Прям верить не верим, но Ага. иногда следите бывает, всё да, равно. но все равно говорят, что скорпион. У Да, скорпиона свой нравный там характер. Да. У водолея они более спокойные. У нас А я водолей, тельцы, да, спасибо. Да. Хотя я Да, нифига у не меня- спокойный. Да, у Да. меня дочка очень спокойная, старшая, Ага. хотя она водолей, и бабушка, ну, моя мама тоже водолеем была. Ага. Они вот похожи были характером. Ну, сейчас похожи, ага. Тельцы у нас двое тельцов, девы тоже двое. Весенние, Да, майские, видимо, да, да? Ага. сентябрьские вот девы тоже. Дева. Да, я лев, у меня вот младшая лев тоже. Лев, лето. Да, ну, август и конец июля у меня младшая. Тоже, ну, тоже по характеру, да, совпадает. Если так вот читать, верить в это, то да, мне кажется, подходит темперамент, характер. Можно сказать, что можно верить, мне кажется. Итак, друзья, мы взяли немножко паузы, благо эфирное время нам позволяет, и Семен у нас уже достает рыбу, да. С волнением мы с Мариной ожидаем, что же у нас получилось. Ой-ой-ой, немножко сок протекает, но ничего. Готово. Так должно было получиться, да? Да. Все, классика. И у нас еще запеканка. Давайте. Давайте, я предлагаю запеканку тебе, и Семен, я Да. так думаю, справится с рыбой. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть, Мы как мгм. бы это любим, когда много, но как бы не по телеку. Хорошо. Сейчас. Ложку Опа. А вот покажи, как Семен сейчас будет рыбу
разделывать. Рыба по-колымски, да, Семен сказал? Ну, что-то там похожее было. Ага. Ага. Мясо. И салатик. Давайте. Да, да, салат да, 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 давай. да, 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 да. Опа. Передача у нас Ой. выходит вечером, но как раз у нас сейчас обед, время обеда. Мощный, вкусный обед у нас получится. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Пока вы работаете, я займусь фотографированием. Здесь соцсети. Какая картинка получается классная. Запеканка у нас полностью пропеклась, все хорошо. И кожица вообще вот так отходит, да? Да, правильно. Там сверху надо будет мясо разделать быстренько. Ну, сразу не с гарниром, кстати, она идет. Ага. Ну, вот так. Так, это Семену. Да. Так вот положим. Вилочками мы уже вооружились. И тоже салатик Семена. Это уже вам. Успели получилось. Вилка. Ага. Приборы. Это мы вот так отложим. Это все убрать. Так. Раз. Это ваше. Я действительно, если бы ты не сказала, я ни разу не поверил бы, что хозяйки. Давайте. Хозяйки, гости, хозяйки. Ну что, друзья, приятного аппетита нам. Давайте пробовать, что у нас получилось. Сначала беремся за запеканку, да? Почему все время не снимать? Приятного аппетита. Класс. Просто по-домашнему. Главное быстро. И вкусно. Главное быстро и много, да. Потому что Да, вот, кстати, быстро. мы на днях, между но- прочим, справляем юбилей. У нас уже 3-й год пошел. Более 100 гостей у нас было. Более 100 выпусков передач вышло. Но, Семен, ты помнишь когда-нибудь, кто бы успел за 45 минут приготовить 3 блюда? Мало. Ну, буквально, буквально по пальцам одной руки. Обычно готовят одно блюдо, и то говорят, это мне это, да. Спасибо. Так что да, Марина, ты молодец, сразу Спасибо видно, большое. что как бы рука набитая, ловкими, правильными, быстрыми движениями, раз-раз, и все знаешь, молодец. Ну и что и, как говорится, требовалось ожидать, потому что я ни разу не сомневался, что человек, у которого 9 детей, ну, надо это, как Шива, несколько рук иметь, и, Спасибо. да, тайм-менеджмент должен быть четкий, да. Наша передача, ребята, подходит потихоньку к концу, и у нас такая добрая традиция есть. Марина, пожалуйста, на камеру пожелания для наших телезрителей. Уважаемые зрители программы «Просто вкусно», желаю вам счастья, любви, мира во всем мире и приятного аппетита. Спасибо. Спасибо, Петр, что пригласили на передачу. Да, я еще раз скажу, что у нас в гостях была сегодня Марина Слепцова, жена, многодетная мать, предпринимательница еще с активной жизненной позицией. Марина, просто молодец. Жму руку. Спасибо. Мужу привет. Муж просто вообще красавчик, оказывается, по словам. А я, Петр Цыпанин, на этом потихоньку прощаемся. Со мной был сегодня Семен Тарбахов, Марина Слепцова. Будьте здоровы, друзья. Кушайте всегда просто вкусно. Мирного неба над головой. Не болейте, и пусть все с вами будет всегда хорошо. А мы уходим за кадр, и обязательно нам нужно доесть. А я вот сейчас еще рыбу попробую.